Прокуратура Республики Саха-Якутия разъясняет. Вас вынуждают дать взятку? Или вы дали ее сами? Сообщите об этом в полицию, Следственный комитет или прокуратуру. Способствуйте раскрытию и расследованию преступления. Только в этом случае вы не подлежите административной и уголовной ответственности. В отношении вас могут быть применены меры безопасности с целью охраны ваших прав и свобод. Статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно российскому законодательству, коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, в том числе и для третьих лиц. У государственных чиновников всех рангов в Российской Федерации существует кодекс этики и поведения госслужащего, и принимать подарки стоимостью свыше 3000 рублей они не имеют права. В кодексе прописаны основные правила поведения госслужащего, направленные против коррупции. Президиума Совета при президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года утвержден типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих и муниципальных служащих, который представляет собой свод основных принципов служебного поведения и основных правил этики, которых должен придерживаться государственный служащий либо муниципальный служащий в ходе исполнения своих служебных обязанностей. Во исполнение этого типового кодекса органы государственной власти, органы местного самоуправления принимают собственные кодексы этики и служебного поведения. С этими кодексами государственные служащие, муниципальные служащие при приеме на работу ознакомливаются под роспись и обязаны его соблюдать. В кодексе этики и служебного поведения у нас установлены основные принципы деятельности. Например, это вежливо общаться с гражданами в ходе исполнения своих обязанностей, не грубить. Федеральным законодательством установлен полный запрет на получение подарков государственными и муниципальными служащими при исполнении своих должностных обязанностей. Полный запрет. Вместе с тем, вполне возможно получение подарков при протокольных мероприятиях, при служебных командировках, то есть когда награды даются с дипломами, с определенными грамотами, с вручением грамот. Также имеется определенный порядок получения подарков. Нарушение государственным служащим либо муниципальным служащим положений Кодекса этики и служебного поведения подлежит моральному осуждению на заседании определенной комиссии. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов, которые создаются при каждом органе государственной власти и органе местного самоуправления. Кроме того, возможно привлечение государственных служащих или муниципальных служащих к мерам дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения. Федеральным законом о противодействии коррупции установлены определенные запреты и ограничения для государственных и муниципальных служащих, а также лиц, которые ранее занимали указанные должности. К примеру, законом прямо предусмотрено, что в случае заключения трудового договора с бывшим государственным либо муниципальным служащим у работодателя возникает обязанность в определенный срок уведомить орган государственной власти либо орган местного самоуправления, в котором работал указанный гражданин, о приеме на работу указанного гражданина. В случае неисполнения этой обязанности у нас предусмотрена административная ответственность по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В конце марта президент Российской Федерации Владимир Путин и крупные чиновники правительства России отчитались о доходах и сдали декларации. Введение деклараций о доходах и имуществе публичных должностных лиц закреплено в Конвенции Организации Объединенных Наций и направлено против коррупции. В Российской Федерации сдача деклараций является законом. В соответствии с федеральным законом о противодействии коррупции от 25 декабря 2008 года за номером 273 сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера должны предоставлять государственные, муниципальные служащие, а также депутаты, лица, замещающие государственные должности, муниципальные должности, в том числе и депутаты всех уровней, это как региональные, так и муниципальные.
вне зависимости от того, на постоянной основе или не постоянной основе они работают. Поскольку депутаты, кто работает на непостоянной основе, это прежде всего лица, либо занимающиеся коммерческой деятельностью, да, то есть либо иным своим профессиональной работой, но вместе с тем они на какой-то период выполняют функцию именно депутата, да, то есть, конечно, многие из них и не хотят предоставлять сведения, поскольку это среди определенных муниципальных образований, населенных пунктов, да, то есть показывают, чем человек фактически живет, какой доход он получает. Указом президента России утверждена форма справки, в соответствии с которой лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, отчитываются о своих расходах и об источниках получения средств на совершение сделок. Справка, сведения о доходах и расходах, она единая для всех и устанавливается она президентом Российской Федерации. Она имеет определенную форму, да, и в настоящее время рекомендовано заполнение с помощью определенного программного обеспечения. Данная справка предоставляется кадровое подразделение, да, то есть и кадровое подразделение в соответствии с федеральным же законом должно проанализировать, изучить данные справки, и при наличии существенных расхождений либо вопросов ставится вопрос о проведении проверок. Каждый год выпускается Министерством труда Российской Федерации методические рекомендации по заполнению данных справок, сведений о доходах и расходах. Там конкретно по каждому пункту указано, где, в какие разделы, что заносится, в том числе и по доходам. Укрытие дохода, да, это является правонарушением, непосредственно коррупционным правонарушением со всеми вытекающими последствиями. Установлено, что справка о расходах, замещающих государственную должность Российской Федерации, подается, если сумма сделки превышает общий доход лица, его супруги или супруга за 3 последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги или супруга и несовершеннолетних детей. Декларация подразумевает выражение непосредственно как самого должностного лица, да, так и его, скажем так, близких родственников, это к которым относятся супруг и только несовершеннолетние дети. Да. Для всех уровней они подаются в разное место. Обычно депутаты муниципальных образований муниципального уровня предоставляют все справки, сведения о доходах и расходах в управление при главе и правительства Республики Саха-Якутия по противодействию коррупционным и иным правонарушениям. Депутаты регионального уровня предоставляют к себе в кадровое подразделение, у них свой государственный служащий предоставляет сведения также в кадровое подразделение своего органа. Данные подлежат изучению непосредственно тем органам, куда они предоставляются, либо кадровым подразделениям, либо, соответственно, иным органам. Они могут запрашиваться для изучения в порядке надзора прокуратуры. Все данные, конечно, публикуются в общедоступных сети интернета, в общедоступных сайтах. Неопубликование влечет также привлечение к дисциплинарной и административной ответственности виновных должностных лиц. Проверками деклараций занимается комиссия по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликтов интересов в каждом ведомстве, прокуратура России, Федеральная налоговая служба и Совет по противодействию коррупции при президенте Российской Федерации. На прокуратуру возложена задача непосредственно по соблюдению всех федеральных законов, в том числе закона о противодействии коррупции. Поэтому выполнение обязанностей и запретов, которые возложены на должностных лиц, на лиц, замещающих муниципальные должности, государственных муниципальных служащих, является обязанностью прокуратуры. На всех указанных лиц предоставление сведений о доходах и расходах – это их есть обязанность, которую мы надзираем. Проверяем, чтобы они, во-первых, были именно представлены, а во-вторых, представлены достоверно. За 2018 год в прокуратуре Якутии выявлено 671 нарушение, принесено 36 протестов, в суд направлено 6 исков, внесено 145 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 45 лиц, досрочно прекращены полномочия у 19 лиц, объявлено 49 предостережений о недопустимости нарушения закона. Большинство нарушений из-за безалаберного отношения к предоставлению этих сведений, да,
То есть где-то не указали счет, где-то не указали кредит, где-то не указали имущество, но данное имущество как бы не превышает, предположим, трехкратный доход. Да. Обычно как бы это не указали земельный участок, какую-то небольшую дачу, либо, говорю, счет в банке, просто забыли как бы указать, либо не удосужились своевременно выйти, до справки получить. Имеется у нас и другая категория, да, нарушений, когда получается люди умышленно искажают сведения о доходах и расходах. Это, например, часто для Дальнего Востока ситуация, когда указывают, что приобретают либо продают машину, например, Land Cruiser за 10-100 тысяч рублей. То есть цена явно не соответствует как бы ни рыночная, да, ни для продажи, ни для приобретения. Конечно, в данном случае у нас возникают вопросы, поскольку человек мало того, что как бы недобросовестно исполняет обязанность по предоставлению сведений о доходах, так и налоговое бремя. В данном случае, конечно, мы ставим вопрос о привлечении дисциплинарной ответственности. При каждой нашей проверке нарушения выявляются. То есть по всем проверкам мы всегда вносим акты прокурорского реагирования, представления. И виновных должностных лиц, конечно, привлекают к дисциплинарной ответственности, вплоть до неполного служебного положения. Сведения о доходах должны будут предоставляться до 30 апреля. Вместе с тем у них еще имеется месяц у должностных лиц, да, когда они могут внести изменения, корректировки. Окончательная дата, то есть когда уже больше изменений вносить нельзя, это 30 мая. Прокуратура Республики Саха-Якутия разъясняет, сбор бивней мамонта допускается только на основании лицензии, применения мотопомп. При сборе мамонтовой фауны, а также доступ на особо охраняемые природные территории без специального разрешения запрещается. Нарушение данных запретов влечет для граждан административный штраф, конфискацию орудий совершения правонарушения и продукции незаконного природопользования. Если такая деятельность сопряжена с извлечением дохода в крупном размере, она является уголовно наказуемой. Повреждения, в том числе и распил найденных бивней, имеющих культурную ценность, влечет уголовную ответственность с наказанием до 3 лет лишения свободы. Необходимо всегда помнить, что ребенок такой же человек, как и взрослый. Он также заслуживает внимания, уважения и позитивного отношения к себе. Нужно всегда интересоваться его мнением и обязательно учитывать его. Каждый человек должен быть уверенным в себе, чувствовать, что он нужен и что его кто-то любит. И вашего ребенка это должно касаться в первую очередь. Родители, помните, что во всех возникающих у вас проблемах виноваты вы сами. Ребенок не виноват в том, что он появился на свет и тем самым создал вам трудности, не оправдал ваших ожиданий и желаний. За противоправные действия в отношении несовершеннолетних для родителей и лиц их заменяющих предусмотрены административная и уголовная ответственность.